Ну что, ребята, основное я вроде как собрал. Вот такая куча. Знаете, сколько дров тут? Дофига набралось. Туда-сюда бегают лодки. А мы занимаемся своей работой. Вон как. Все здорово, все кипит. Еще минут 10 и картошка будет готова. Потом остынет, сделаю салатик. Собачек накормлю. Сейчас я им дал, ну чуть раньше давал хлеб. Какая-то костяшку нашел, какую-то костяшку Айда нашла. И Тулан завидно смотрит, но лучше к ней не подойти. Носки вроде как сушатся. Так, поставил. И сапоги тоже. Сапоги тоже сушатся. Сейчас ветер стихал, там вообще жара такая была, блин. Солнце выглядывает. Ладно, половина работы. Работу мы только сделали. Там еще, знаете, вот этот навоз еще надо убрать. Сколько еще мусора там.
Так, ребятушки, у меня тут уже все капитально. В общем, картошка готова. И знаете, вот, о, хорошечно-то как. Картошка в мундире. Настоящая русская еда. Даже Штирлиц картошку в мундире ел. Но он запеченную вроде как. А у нас такая. И знаете, почему я все это... Так, у меня вот, знаете, 2 яйца сырых. Сырые яйца. Опа. И я туда закину. И этой водой еще не надо долго ждать. Буквально 5 минут, и 2 яйца тоже готово будет. Все. Картошка пусть остывает. Яйцо закипит. Там яйцо сварится. В общем, и будем готовить обед. Надо покушать. У нас осталось фронт работы немножко уже. Основное отсюда уже начал граблями убирать все. В кучу так соберу и тоже отнесу. Все чисто порядок. Не люблю, чтобы на территории бардак был. Бардак, конечно, получается уже. Вон, кустарники эти. Все тяну, ленюсь. Надо бы это все тоже убрать, но... Вон, смотрите, сосны. Бураном задавил я одну сосну. Там комментарии были. Убил сосну. Вот, смотрите, это сорняк. Здесь должен быть луг для сенокоса. А вон, буквально за несколько лет все идет своим чередом. Там все зарастает потихоньку. Время берет свое. А этот все еще грызет и грызет кости. Я не знаю, что за косточка там. Так. Все кипит. Все четко. 5 минут и будет готово. Вот смотрите, какое национальное блюдо у меня, ребята. Картошка в мундире. Лук. Капуста квашеная. Вегетарианская такая пища получается. Сразу думаю, в комментариях напишут, сюда бы еще сало. Ну, я бы не отказался от копченого сала. Тоже хорошо, под горячей картошкой хорошо идет. Но я из этого буду делать салат. Тула нельзя. Нельзя. Ну, смотри какой. Ух, какая спать. Вот. Пусть остынет там. Надо шкуру, ну, снять. Эту шкурку. Сорт Аврора. Один идеал, вот этот идеал. Он как лопан. Ну, идеал, я не знаю почему. Все лопается картошка. Это в земле еще. А сорт Аврора, она вообще идеальная. Хорошая. Вот это Аврора. Наверное, по-быстрому я сделаю свой обед вообще. Обед самый простейший. Вот такая посуда. Здесь у меня яйца были. Эта порция самая, ну, вполне достаточно будет. Сюда нашинкуем капусты. У меня тут капуста квашеная. Ну, покупная, сами не квасим. Раньше этим делом занимались, а сейчас как-то все покупаем вообще. Хотя вот покупная, здесь вот, знаете, вот уксуса много. Запах уксуса. И это есть нехорошо. Но у меня тут с растительным маслом, там в банку складывал, ну, вчера. Поэтому на доске не шинкую, а здесь вот.
так вот. О, еле как в боевиках, бандитских фильмах. Авторитеты, воры в законе любят закусывать квашеной капустой. Угу. Обалденно вкусно. В принципе, квашеная капуста там и суп можно сварить, и салаты можно делать. Так просто салат. Просто лук накрошить с растительным маслом и с капустой. Вот тебе салат, самый простой. Ой, тут, короче, растительного масла дофига, оказывается. Для желудка квашеная капуста тоже полезная. Обалденно вкусно. Так, ладно, это оставляем. Дальше у нас картошка. Яйцо уже сварилось тоже. Картошка еще не остыла. Отложить туда в сторону. И для собакам хватит. Вон сколько у меня. По 3 штуки на им. Или по 4 даже. Так. 3. Да. Где-то по 3 штуки дам им. А потом уже, как домой приедем, я их накормлю досыта. Они будут отдыхать. Сегодня они нагулялись тоже. Так. Картошку. Печку не топил здесь. И такой сырости, в принципе, нету. Не чувствуется сырость. Сегодня тоже будильник делал. Где-то 3 часа, 3:30, наверное, ночи хотел встать. Потом в это время я начал просыпаться, там глаза открою, будильник не звонит еще. Потом смотрю, 4:30 уже время. Ё-моё, думаю, проспал. Оказывается, будильник я на 4:30 сделал. Еще минута оставалась до, чтобы, и должен был уже позвонить, будильник звонить. Короче, встал, оделся, не мешкаюсь, давай доску. Уже ранним утром, считай, если зимой это ночь, 4:30, а в 5 часов где-то вот я вышел, 5 часов вышел на улицу и уже ветрено было сегодня. Хотя вчера вечером вроде успокаивался. Возле огорода там костер тоже делал. Убирались еще там возле кустов малины там. Старые кустарники жгли. Так. Это остаток тоже сюда. Вот так вот.
весь в растительном масле. Ну и еще третью картошку. Так, это вообще бардак, это, наверное, собакам отдам. Идеал. Так, поменьше надо. Так, вот этот, наверное, поменьше возьму. Вот сорт Аврора не разваривается. Он такой, но, знаете, вот чуть-чуть как будто, ну, как же объяснить-то, вот под кожей, под кожурой немножко как будто сыроватая вот такая вот вазиля кузнечкинская, вазиля шуща. У идеала там вроде он суховатый, а это вот чуть-чуть наоборот сыроватый. Сыроватый, имею в виду, как будто вот там жидкость в картошке больше. А на вкус очень вкусная картошка оказалась. Не придирчивая к климату нашему. И в разные года уже я сажал эту картошку. О, и еще лук. Так. Частенько я дома тоже это готовлю. Самый простой, быстрый салат. Не обязательно туда колбасу там класть и мясо. Колбасу уже ели сегодня. Что, какой толк еще сюда? Но можно, все можно, там это не помешает. Вот так вот. И еще лучок закинем сюда. Все, ребята, салат готов у меня. Вот такой обед. Здесь мусор-костер. И туда еще растительного масла. Еще бы сюда свеклу. И будет винегрет. Вот тот же ингредиент, только без свеклы. Винегрет, в принципе, вот так же и делается. Это белый винегрет назовем. Салат белый винегрет. Вот такие делишки. Да. Очень вкусно получилось. Не обманывай, ребят. Очень вкусно. Пробуйте. Каждый ребенок это может сделать. Родителям. Вот родители придут с работы. И вот вам блюдо. Картошку отварил, лучок и квашеная капуста. Все родители будут довольны. Так что с малых лет надо помогать своим родителям. Не надо ждать, когда мама придет, сварит вам что-то покушать. Самостоятельно надо учиться жить с детства. И надо всегда помогать друг другу. Жене, родным, матери, отцу. Вот так. Ну что, ребята, многосерийный фильм получился. Как ни крути, все равно у меня многосерийный фильм получается.
хорошо. Блин, работал. Вроде в избушке не холодно, но вы знаете, вот работал там, вспотел. Ну, шапку тоже не раздену, как сказать. Потому что вроде когда работал, там зашел, казалось, что в избушке тепло, а сейчас посидел и, ну, все равно есть такая, ну, холод, одно, температура, равномерная температура, прохладная здесь. Хоть 30 градусов жара, если летом приедешь, 30 градусов, хоть 40 градусов жара. Вот в избушку зайдешь и от кирпича, наверное, немножко прохлада будет идти. А остатки картошки я дам, накормлю собак. Сейчас они побегали, должны кушать. Скушают. И знаете, сейчас еще расскажу. Ну, вот много спорных вопросов насчет там крупы, там всяко разные. Пишут, что для собак надо покупать рис, гречку, быстро разваривается, или, я не знаю, легко желудку. В общем, считают собаку, я не знаю, нежного, что там не переваривает, там все молотит, в принципе, у собаки там, знаете, вот такие твердые косточки, они глотают и все молотит там желудок. Так что не переживайте. А вот картошка, я, между прочим, я вот, ну, картошку как? Я вот в мундире вот я возьму, сварю в мундире и мну так, руками мну на мелкие куски. Но вот собака вот скушает эту картошку там, когда еду приготовленную из картошки там. Но и в основном, когда сходят в туалет, картошка выходит, знаете, комками, не переваривает, я не знаю почему. Вот у человека, вот, вроде все тоже, ты такие куски глотаешь, все переваривается, а грибы нет. Хоть ты еще 2-3 часа ты вари, все равно не переварится грибы и, ну, скажут, блин, за столом начал о чем говорить. В общем, не разваривается. Грибы не развариваются, а картошка у собаки не переваривается в желудке. Я так заметил уже не один раз. А вот что я варю кашу из перловки, там нормально. Молотит там у них желудок все четко работает. Сколько уже лет держу собак. Ничего страшного, живут. Не переживайте, не надо там писать, что неправильно кормлю или еще. Так, ну да, ладно. Это, как сказать, уже по этим вопросам я уже рассказывал не один раз. А сейчас одну историю я расскажу. Как обычно ну, за обедом. Сегодня получилось обычно за ужином, я рассказываю. Сейчас схожу на улицу за чайником и расскажу.